Уважаемые жители города, Управление по чрезвычайным ситуациям Жетысского района ДЧС города Алматы направляет информацию о соблюдении правил пожарной безопасности. Для начала объясню, что такое пожар. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью, материальный ущерб людям, интересам общества и государства. Причина пожаров. Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, от их небрежности в обращении с огнем. Пожар может возникнуть всюду, где огонь оказался без контроля. Причиной пожара может стать и игра с огнем. Из-за этого вспыхивает примерно каждый шестой пожар. Поражающие факторы пожара. Открытый огонь, высокая температура, задымление, загазованность помещений токсическими продуктами горения. Правила проведения при пожаре в жилом секторе. Наиболее часто пожары возникают в городских квартирах. Опасность возникновения пожара в жилище человека постоянно возрастает. В каждом доме увеличивается количество электроприборов. Это холодильники, телевизоры, радиоаппаратура, стиральные машины, электронагревательные приборы. Действия при пожаре. Соблюдайте спокойствие. Сообщите о пожаре в противопожарную службу по номеру 101 либо 112. Назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и приступить к эвакуации. Предупредить соседей с верхних этажей, что у вас пожар. Эвакуировать людей. Использовать первичные средства пожаротушения. Если нет огнетушителя, то вода, песок, плотная ткань. Легковоспламеняющая жидкость, бензин, керосин тушите мокрой тканью, песком, землей из цветочных горшков. Не открывайте окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу пожара. Нельзя тушить водой включенные в сеть электроприборы и лить воду на электрические провода. Необходимо отключить электроэнергию. Если ликвидировать очаг возгорания своими силами невозможно, необходимо немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь. Помните, если затушить пламя не удалось в течение нескольких минут, уходите. В задымленном помещении необходимо передвигаться на четвереньках, внизу меньше дыма, и дышать через влажную ткань. Это мокрое одеяло, либо пальто. Покинув квартиру, организуйте встречу пожарных, укажите им очаг пожара. Если выйти не удалось, закрыть щели, чтобы прекратить поступление дыма в комнату. Лечь на пол, закрыть рот ватной марлевой повязкой либо куском одежды. Не прятаться под кровать в шкаф. Если в комнате есть окно, открыть его и звать на помощь. При возгорании в кабине лифта необходимо немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов». Если лифт движется, не останавливай его, а дождись остановки. Выйдя из кабины лифта, заблокируй двери и попроси жильцов вызвать пожарную охрану. Если лифт остановился между этажами, стучи по стенам кабины и зови на помощь. Попытайся раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу. При невозможности самостоятельно выйти из лифта, закрой нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив их жидкостью, сохраняй выдержку и спокойствие. Дорогие жители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра электроприборы. Не поджигайте тополиный пух и сухую траву. Не принимай самодельные электрические приборы и предохранители. Не пользуйся электрошнурами и проводами с нарушенной проводкой. Не включай в одну розетку большее число потребителей тока. Не используй неисправную аппаратуру. Не пользуйся поврежденными розетками. Не накрывай и не обертывай электролампы и светильники бумагой, тканью,
Не оставляй без присмотра включенные электрические приборы. Не пользуйся легковоспламеняющими жидкостями. Не устраивайте игр с огнем вблизи строений. Соблюдайте меры пожарной безопасности при пользовании пиротехническими изделиями. Не нагревайте на огне незнакомые предметы. Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовой плитой. Берегите себя и ваших близких. Пункты приема создаются на базе объектов образования и стадионов, где администрацией пункта осуществляется сбор и регистрация пострадавшего населения, а также в случае необходимости организуется их размещение с оказанием необходимой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для удобства все пункты приема размещены на картах 2GIS Алматы, а также на сайтах ДЧС и акиматов города и районов с указанием наименования и адреса организации, на базе которой создан пункт приема. При развертывании пункта приема останавливается процесс очного обучения. Администрация пункта размещается в выделенных для них помещениях согласно схеме, утвержденной первым руководителем организации, то есть в нашем случае это директором школы, и готовятся к приему населения. А именно, разворачивается пункт, подготавливаются помещения для приема населения, вот выделены как раз согласно схеме, и так далее. Службами гражданской защиты, в свою очередь, напомню, что у нас их в городе Алматы 17, организуется поставка необходимых продуктов и товаров для обеспечения временного размещения граждан. То есть это у нас что является? Продукты питания, товары первой необходимости, такие как личной гигиены и элементарно вещей. По части первого вопроса с вами занятие завершено. Следующий вопрос у нас номер 2. Это подготовка к землетрясению. 12 мая 2021 года постановлением правительства Республики Казахстан Кокштаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Академия является единственным высшим учебным заведением в нашей стране, где осуществляют подготовку будущих спасателей и сотрудников гражданской защиты. История вуза начинается с 1973 года, когда в Кокштау из города Алма-Ата был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны Управления МВД Казахской ССР. В 1997 году учебное заведение переименовано в Кокштауское техническое училище комитета РК по ЧС. В 1997 году был произведен первый набор курсантов на полный цикл обучения по программе высшего профессионального образования. С 2003 года на постоянной основе курсанты и офицеры Академии направляются на обучение в учебные заведения МЧС России и Республики Беларусь. В 2009 году состоялся первый выпуск бакалавриата военного дела и безопасности по специальности пожарная безопасность. С 2012 года на базе Академии стали обучаться по специальности пожарная безопасность представители Кыргызской Республики. На сегодняшний день 20 курсантов из Кыргызстана окончили наш вуз. С 2019 года принято решение обучать граждан Таджикистана. С 1997 года в Академии подготовлено около 5000 специалистов высшей квалификации, в том числе 132 выпускника получили дипломы с отличием. Многие из них работают на руководящих должностях. На сегодняшний день учебное заведение ведет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, командная тактическая сил гражданской обороны и пожаротушение, аварийно-спасательное дело. Также ведется дистанционное обучение по специальности пожарная безопасность. Важная роль в учебном процессе отводится активизации познавательной деятельности обучаемых, развитию у них логического мышления, что способствует глубокому и полному освоению материала. В учебный процесс активно внедряются новые технологии обучения с использованием компьютерных программ, позволяющих моделировать различные ЧС. Учебное заведение также имеет хорошую материально-техническую базу. Планируется открытие научно-исследовательского центра при Академии, направленного на развитие научно-технической деятельности. Учебное заведение ежегодно осуществляет набор около 150 курсантов. Курсантам факультета очного обучения по завершению вуза присваивается специальное звание лейтенант гражданской защиты и воинское звание лейтенант. Для дальнейшего прохождения службы они направляются в территориальные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Имидж организации образования формируют его выпускники. Они с честью выполняют свой служебный долг, находятся на переднем рубеже по защите национального богатства от огненной стихии, участвуют в ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ближайшие годы ВУЗ ставит перед собой основные задачи: получить приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры, построить новый учебный корпус и общежитие.